И, Тимур Гаязович, какой адекватный ответ у науки, у республики сегодня? Для всех, все слышали про эту госпрограмму, но мало кто знает, что она значит, что и для чего она вообще. Как она спасет ситуацию? И на что будут тратиться $1 миллиард рублей? Я жду, когда презентация активируется. Да? Презентацию, будьте добры, активируйте. Но то, что говорил Азат Тагирович, это начало того, с чего началась наша государственная программа. 14 сентября, за 2 дня до этого знаменитого митинга, наш глава Республики Башкортостан выпустил свой указ, в котором говорилось о том, что нужно разработать государственную программу по сохранению государственных и родных языков Республики Башкортостан. И вот вы видите о том, что программа проходит согласование и ожидает утверждения. Она разрабатывается в Академии наук Республики Башкортостан. Никаких государственных средств на разработку этой программы не предусмотрено было, а программа разрабатывается на общественных началах. Ну, можно сказать, вообще Российская академия наук в нашем лице, в лице Института истории и конкретно меня. Есть еще и сами представители Академии наук, как профессор Кейкбаев. Здесь, конечно, не видно, но мы должны сказать, что наша программа делится на 3 части. Это первая подпрограмма «Башкирский язык», вторая подпрограмма «Русский язык» и третья подпрограмма «Родные языки». С чем связано такое деление? Это связано именно с тем, что в указе главы Республики Башкортостан именно эти подпрограммы и значатся. И мы никакого здесь своей отсебятины не несем. На самом деле рассказано сделать 3 подпрограммы, мы и делаем 3 подпрограммы. Но идеология такая, что есть подпрограмма, например, «Русский язык», с ней все понятно. Это федеральный язык, общенациональное значение, на котором говорят все. Но есть подпрограмма «Башкирский язык» и «Родные языки». Что у нас с башкирским языком, что с родными языками, мы будем смотреть. Самое главное, что в нашей программе будет. Вы можете сравнить 2 программы. Одна, которая в 2012 году началась и должна была закончиться в 2016, но не закончилась. И ее общий объем финансирования планировался 28 миллионов 380 тысяч рублей. И проект нашей программы с 2018 по 2023 год, объем финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан предполагается 1 миллиард 173 миллиона 416 тысяч. Из них по годам. Цифры очень большие, здесь мы можем их по-разному обсуждать. Но эта цифра действительно обоснованная, и в них есть конкретные мероприятия. Конкретные мероприятия, которые по нашей идее должны помочь в этой ситуации с языком и ответить на этот вызов, который мы получили летом. Вы скажете, почему такая большая разница? И почему сейчас, например, 1 миллиард, а раньше было 28 миллионов? 28 миллионов – это, конечно, вообще ни о чем. Смотрите, каждый год по 6 миллионов рублей, по 4 миллиона рублей было у нас. Но и даже эти деньги не были выделены, оказывается, в связи с тем, что просто программу зарезали. И ее уже никто не выполняет. Сделали так, что она уже потеряла свое значение. Вот. И сейчас, если у нас начинает действовать другая программа,
то сумма, которую мы оперируем, она ориентируется на программу, которая есть в Татарстане. Аналогичная программа. Это аналогичная программа сохранения татарского языка и государственных языков Республики Татарстан. Там тоже идет речь об этом. Сам Хамитов и президент Академии наук Республики Башкортостан говорил о 800 миллионах рублей, которые будут отпущены на решение языковых проблем. Дальше. Какие у нас языковые проблемы сейчас есть? Самые главные, на мой взгляд, языковые проблемы — это не то, что сейчас у нас произошла вот такой скандал с башкирским языком, с государственными языками и так далее. Проблема сейчас в том, что через несколько лет мы увидим, что нам не будет кадров, которые будут обучать нас родным языкам. Смотрите, башкирский, татарский, русский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский. Все эти языки с 90-х годов у нас по этим языкам была подготовка кадров учителей. Но, смотрите, мордовский выпадает, удмуртский выпадает, марийский выпадает. Закрыты отделения в городах Стерлитамак, Салават, Нефтекамск по подготовке учителей родных языков, а также в Бирске. И на самом деле через несколько лет у нас будут только вот эти языки. И специалисты будут выпускники только по этим языкам. И мы должны решить эту проблему. В том числе решение этих проблем заложено вот в эту госпрограмму. И основная часть самых гигантских расходов, по нашей мысли, должна направлена быть именно на это. Но подготовка кадров сейчас очень дорого. Одного первокурсника выучить 80 тысяч рублей стоит, вы знаете, да? Видите, это символизирует о том, что башкирский язык очень сильно тоже потерял в подготовке специалистов. А теперь мы переходим к следующей. Какие у нас проблемы есть? Языки, на которых ведется обучение в школах Башкортостана. Пока это башкирский, татарский, русский, чувашский, удмуртский. Но посмотрите, что происходит. Марийский с этого года выпал. На самом деле школы с марийским языком обучения перестали существовать, и марийский стал в них изучаться только как предмет. Хорошо это или плохо? Я думаю, что для нашего руководства это будет небольшой шок, потому что мы всегда слышим от президента, слышим от наших руководителей о том, что в Башкортостане, вот мантра, на 6 языках ведется обучение, 14 языков у нас изучается как предмет. Так вот, у нас уже не на 6 языках ведется обучение. Ну дальше. Татарский тоже довольно-таки сильно сейчас уже теряет. Обучение на татарском языке падает, башкирский, вы видите, падает. И удмуртский тоже очень потерял и уже близок к тому, что на нем скоро перестанет вестись обучение. И удмуртский будет только как предмет. А дальше с чувашским тоже. У нас это становится только как предметом. И только русский у нас, в общем-то, остается незыблемо. Что касается дальнейших вещей. Дальнейшие наши проблемы — это то, что, оказывается, мы очень сильно отстали в цифровых технологиях. Уже давно, например, в том же Татарстане, ведется исследование по искусственному интеллекту, а именно по распознаванию речи. Татарский язык сейчас близок к тому, что его будут распознавать компьютеры. И компьютеры будут отвечать нам на татарском или на каком-то другом языке, но только не на нашем родном башкирском, который мы изучаем в школах и который является государственным языком нашей республики. И поэтому в нашей госпрограмме будут такие исследования по таким вот перспективным разработкам. Дальше. Еще одни сложные проблемы, которые мы должны решить, это обеспечение учебниками и языковыми пособиями. Нет электронных учебников по башкирскому языку. Вот все говорят про электронное образование, но нет по
извините, нет учебников. То же самое, бумажных учебников нет. Я столкнулся с той ситуацией, что вот в моей школе учится мой сын на башкирском языке с 1 по 4 класс. Он учился, но перейдя в 5 класс, ему сказали: все, ты теперь на башкирском больше не учишься. Почему, сказал я. Нет учебников, нет кадров, которые могли бы обучать географию на башкирском языке, биологию на башкирском языке, даже историю на башкирском языке некому. Нет кадров и нет нормальных учебников. Так сказал мне директор. И даже у меня письменно есть ответ по Изгуну из Министерства образования. И эти проблемы, которые нам не дают развиваться. И эти проблемы давно не решались. И сейчас их в пожарном порядке пытаются решить, но, к сожалению, ничего на данный момент у нас нет. И мы должны за счет этого сделать и решить эти проблемы. Вот. Учебник по природоведению. Но его не хватает в школах. Даже в 20-й школе, в нашей республиканской гимназии. И вот интересный кадр. Вот. Все понимают, что это такое. Это наша система оперативных розыскных мероприятий. Это наш большой старший брат, который следит за нами и который слушает, что мы говорим по телефону, не говорим мы ли там какой-нибудь слов терроризм, взорвать, уничтожить, убить, грохнуть и так далее. Для чего закон Яровой существует? Вы понимаете, для этого. Но в этом кроется большая опасность для нашего языка. Подумайте вот о чем. В недалеком будущем система СОРМ сможет уже понимать большую часть русской речи, но родных языков она не сможет, потому что нет разработок, нет научных баз данных по этим языкам. И что тогда наши спецслужбы, дорогие, могут предложить нашему государству? Запретить родные языки. Говорите дома между собой, но не по телефону, потому что это в целях вашей же безопасности, скажут наши спецслужбы, и они будут в чем-то правы. А что же должны сделать мы? Мы должны сделать так, чтобы родные языки не выпали вообще, даже из таких областей жизни, потому что это будет маргинализация. И мы для этого и будем создавать распознавание речи, в том числе и для этого. Пусть прослушивают на родных. Да, пока это будет сначала так, и на чеченском там вот этот весь разговор будет звучать, и эти товарищи не будут ничего понимать, и компьютер ничего не будет понимать, но в нашей стране все решается просто, надо запретить, и тогда вопросов не будет. Но на самом деле мы этого не можем допустить. Ну что ж, дальше. Так, не работает почему-то. Тимур Газович, регламент. Да. И что я хотел бы сказать. Дело в том, что у нас на самом деле проблем очень много, и решать мы будем их по-разному. Мы должны не только государственную поддержку сохранению развития языков, родных языков, русского языка, башкирского языка планировать, но мы еще и должны какую-то народную стратегию тоже разработать. Что такое народная стратегия? Для кого нужно все это, все эти разработки? Для чего робот будет с нами разговаривать на башкирском языке в будущем или на родном языке, если мы с ним не будем разговаривать? Для чего? Поэтому мы должны... Да, это тоже у меня продолжение по той теме, что будут в будущем программы, которые заменят нам во многом разговоры близких людей. И мы будем более одиноки в будущем. И мы захотим общаться уже хотя бы с какими-то устройствами, чтобы они с нами перекинулись и спели с нами песню дома «И тугантель, и матуртель». Ну, это реальность, это очень близко. И по русскому языку это уже наступило уже практически сейчас. Существует Алиса. Алиса — это голосовой помощник, который разработал Яндекс. И он уже, в общем-то, разговаривает. Хотя иногда он разговаривает не так, как хотелось бы, потому что его учат на интернете, а в интернете 90% порнография. Вы знаете. Так. Поэтому
синтез башкирской речи. Об этом более подробно расскажет Искандер. И это тоже как раз-таки та тема, о которой говорим. Это Алиса и другие наши дела. Вот. Уважаемые друзья, к сожалению, вот в том кратком формате, о котором мы говорим, да, обо всем рассказать не удается. Вот. Я еще раз повторяю, мы должны через некоторое количество времени, вы все вместе, и я, и вы, сделать так, чтобы наши языки не маргинализировались, чтобы на наших языках говорили не только люди. В будущем, в ближайшем будущем, количество носителей языков увеличится не за счет людей, а за счет машин. Вы представляете, миллиарды машин, они будут знать различные языки и будут разговаривать с нами на каких-то языках, на человеческих языках. И нам придется, возможно, учить какие-то языки, чтобы с ними пытаться общаться. Уж не лучше ли их научить нашему языку человеческому? И мы это должны сделать и обеспечить. К сожалению, этого сейчас на данном случае мало кто понимает, мало кто об этом говорит. И я вот пришел на эту площадку, чтобы сказать вам, дорогие друзья, давайте заниматься в этом направлении. Искусственный интеллект — это не только технологические какие-то прорывы в стиле Siemens, а это вот малый искусственный интеллект — это вот Siri на айфоне. И он должен говорить с вами на том языке, на котором вы хотите сейчас. На сегодняшний момент он разговаривает на русском и на английском. Вот, у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Тимур Гаязович, за такие зарисовки и переходы от этнолингвистики к футурологии определенной. Но мне все-таки кажется, что я более оптимистичен. То есть в свое время, когда появился только интернет, он был только англоязычный, да, потом мы узнали, появился Рунет русскоязычный, а сегодня вот у нас уже есть и башкирская Википедия и так далее, татарская в том числе. Поэтому вот касаясь, я честно говорю, вот хочу вас попросить, Тимур Гаязович, ответить на вопрос, собственно, на что деньги тратятся. Вот. То есть по цифрам понятно, а на что это закладывается, почему это миллиард. Да, вот. То, что потому что это в Татарстане так, как бы лично мне не очень понятно. Да. Такая логика. Там одна таблица осталась, и по причине, по техническим причинам не показана, но вот сейчас она будет показана. Там расписано, где, на какие именно средства это все уходит. Сделайте следующее, что-то, стоп, назад. Вот, смотрите, расходы. На подготовку кадров вузов 310 миллионов, 379 тысяч. Можно сразу вопрос? Да. Сколько кадров вот за 310 миллионов? По башкирскому языку 75 специалистов на всю республику. Это очень мало, но приходится с этим мириться. По каждому из родных языков — марийский, удмуртский, мордовский, татарский и остальные — тоже запланировано именно государственный заказ на подготовку специалистов. И в сумме это вот дает вот такие расходы. Если умножить подготовку бакалавра по годам 80 тысяч умножить на 5, вы уже получаете сумму, сколько это будет. Это 400 тысяч. Так, да? Правильно? Это по одному человеку. Если это 25, то это умножается на 25. Но это еще надо каждый год поддерживать. Раньше это делалось почти бесплатно. Просто была директива, вузам давалось указание, и они обеспечивали выпуск специалистов. А сейчас буштың заманы бүтті, если по башкирской поговорке, то государство должно платить за коммерческое обучение, в том числе за магистров, за аспирантов. И вот такая вот сумма выходит. Но в том числе нам нужно не только ведь учителей. Учителя, также должны быть и журналисты, по 10 человек.
каждый год. Актеры по 10 человек каждый год. Вот такие расходы. Если мы этого не сделаем, то через несколько лет мы встретим, что у нас будет коллапс. И наша система образования, национальное образование порушится не только из-за учебников и методики, из-за нежелания родителей, а из-за того, что просто у нас не будет специалистов. Один пример. Стерлитамаки выпустили в этом году 3 группы учителей башкирского языка, а приняли всего одну. В Нефтекамске по башкирскому языку давно не принимаются в группы. Дальше по другим филиалам тоже идет уменьшение. В самом БГУ огромное уменьшение. Сейчас там вообще нельзя говорить о башкирском факультете башкирской филологии. Вы видите дальше, на что идет сумма. 188 тысяч миллионов. Это новые телепроекты, кинофильмы, анимационные сериалы. Это тот контент, который мы должны видеть по телевизору, в кинотеатрах на башкирском языке. Мой сын смотрит канал Тамыр, но он сейчас говорит: не включайте только Тамыр, потому что там 5 раз в день одни и те же передачи вынуждены повторять. Не хватает контента, нет денег на то, чтобы производить контент. И мы должны производить. А что если, допустим, человек живет где-то в Австралии, он должен только через YouTube вообще смотреть? Но об этом тоже есть заявки, чтобы и этот контент и в YouTube выкладывался. Вот. Поэтому такие суммы. Дальше, то, что я говорил, учебник и другая литература, 161 миллион. Это вот те потери, которые уже за 10 лет уже ничего не производили, не делались учебники нормальные. То, что вот по этим устарели, по ВГОСам они устарели, и их теперь нет. Вот этот долг сейчас лег на эту госпрограмму. То, что не делалось тогда, сейчас придется делать сейчас. И первые, самые большие расходы, вы, как видите, в первом году, в 2018 году идут. Дальше уже легче. 118 миллионов. И вот дальше я говорю, вот информационные технологии, 101 миллион рублей, это вот как раз искусственный интеллект. Это роботы, которые будут на башкирском обучать, стоят дешевле, чем обучить учителей, да? Да, так оно и есть. Но в учебники входят также электронное обучение и вот эти программы, которые будут автоматически учить. Вот. Ну и самые, как бы тут небольшие. Я за роботов. Пожалуйста. И 51 миллион фундаментальная наука в области башкирского, русского и родных языков. Спасибо большое. Есть вопрос еще? Ну, дальше мы к вопросам. Это просто вот, чтобы раскрыть суть вашего доклада. Мне кажется, вот такая основная информация по этой госпрограмме. Вот.